Обзоры экономических, спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом мы не только расскажем в ближайший час. Начнем с курса валют. На сегодняшний день курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 63,82, за евро 70,66. Что касается обмена валюты в Якутске, то сегодня выгоднее всего и покупка доллара, и продажа в Восточном банке 63,83 и 64,25 соответственно. Что касается евро, то лучший курс покупки в Восточном банке 70,30, а продажи в Россельхозбанке 70,73, сообщает сайт Банки.ру. Правительство поддержало проект об обязательном горячем питании в начальной школе. По словам заместителя председателя Госдумы Сергея Неверова, все замечания носят в основном юридико-технический характер и могут быть проработаны ко второму чтению. По его словам, среди замечаний необходимость уточнения терминологии, которая используется в законопроекте, а также необходимость дополнительной проработки процедуры изъятия, хранения и утилизации некачественной продукции. Помимо норм об обеспечении всех учащихся начальных классов горячим питанием, документам предлагается установить требования к качеству продуктов, которые поставляются в школы. В Государственной Думе открылась осенняя сессия. В законотворческом портфеле палаты 1300 законопроектов. Из них почти 250 приняты в первом чтении, 4 прошли второе чтение, есть основа. О том, какие нововведения вступают в силу и какие законопроекты рассмотрит Госдума в ближайшее время, расскажет Ольга Башук. Ольга, здравствуй, ждем от тебя подробностей. Здравствуй, Юлия. Начну с того, что Государственная Дума и Росстат создадут совместную рабочую группу. С таким предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин, и оно было поддержано Советом. Володин предложил следующее. При проведении парламентских слушаний обязательно приглашать представителей Росстата с тем, чтобы мы могли слышать объективную информацию в той или иной сфере, основываясь на их данных. Это был первый опыт проведения заседания Совета Государственной Думы в новом формате, и депутаты оценивают его как удачный. Было принято решение и в дальнейшем приглашать руководителей различных служб и ведомств, которые, как правило, не попадают на правительственный час. На следующее такое заседание Совета, которое состоится в октябре, решено пригласить руководителя Росавтодора. А теперь о принятых законопроектах. Материальную помощь для студентов освободили от НДФЛ. Так, с 1 января 2020 года закон освободит от налога на доходы физлиц материальную помощь в размере, не превышающем 4000 рублей за календарный год, которую вузы выплачивают своим студентам, аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам. Автор инициативы – заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Она заявила следующее. Справедливо и правильно не облагать налогом материальную помощь, которую вуз оказывает нуждающимся студентам и аспирантам. Вопрос прорабатывался мною с Минфином и Федеральной налоговой службой. Законопроект, безусловно, социальный и ожидаемый студентами и аспирантами по всей стране. Также правительство России внесло в Государственную Думу поправки в налоговый кодекс об освобождении от НДФЛ доходов, полученных россиянами в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами. Причем, как подчеркивают авторы законопроекта, такие доходы должны быть освобождены от налогов независимо от их источников. Кроме этого, среди социально значимых законопроектов планируется рассмотреть следующие. Инициативы, расширяющие полномочия трудовых инспекторов, что будет стимулировать работодателей быстрее гасить долги по зарплате. Сокращение до 36 часов в неделю рабочего времени для женщин, проживающих и работающих в сельской местности. И закрепление гарантий по выплате выходного пособия и сохранению среднего месячного заработка сотруднику, увольняемому при ликвидации организации или сокращении штата. И в завершение отмечу, что к третьему чтению готовится пакет законопроектов, согласно которому социально ориентированные некоммерческие организации смогут оказывать госуслуги, а россияне будут выбирать, где их получать – в частных или муниципальных учреждениях. Важный документ касается должников. Предполагается, что после взыскания всех долгов у гражданина будет оставаться сумма не менее прожиточного минимума. А сведения о трудовой деятельности россиян могут перевести в электронный вид. Правительственные проекты предполагают, что с 1 января 2021 года работодатель будет вести бумажные трудовые книжки только для тех работников, которые подадут письменное заявление до конца 2020 года. На этом у меня пока вся информация. Юлия, тебе слово. Спасибо, Оля.
Синоптики предупреждают, на этой неделе в Якутске обещают похолодание и первый снег. О метеопрогнозе и о том, как повлияло похолодание на ход дорожных работ, расскажет наш корреспондент Ульяна Шагина. Ульяна, приветствую. Расскажи, как это повлияет на сроки дорожных работ? Здравствуйте, Юлия. Сегодня-завтра в Якутске небольшой снег. Температура воздуха прогреется всего лишь до плюс 4, до плюс 7 градусов тепла уже в четверг. Синоптики обещают в столице первый снег. Холод и мокрый снег продержатся у нас до конца недели. Между тем мы находимся в начале 203-го микрорайона на улице Сорона Амалона. Как вы видите, дождь и слякоть не мешают дорожникам работать. Все работы идут по плану. На данный момент здесь, на участке улиц Ларионова и Сорона Амалона, ведутся подготовительные работы к асфальтированию дорог. К 30 сентября, по словам заказчика, все работы будут завершены, и в течение месяца, то есть до 31 октября, начнутся работы по укладке бордюров, оформлению тротуаров и велодорожки, а также благоустройство участка. В связи с асфальтированием дорог этот участок Сорона Амалона сейчас перекрыт. По словам заказчика, на сегодняшний день работы выполнены здесь на 35%, по городу на 55%. Всего в городе на сегодняшний день ремонтируется 20 столичных дорог протяженностью более 23 километров. Общая сумма финансирования составляет 1,5 миллиарда из консолидированного бюджета. Кроме того, в столице проводится ремонт 3 мостов в пригородах Якутска. Юлия, у меня все. Спасибо, Ульяна. Я напомню, на прямой связи со студией была наш корреспондент Ульяна Шагина. А мы продолжаем. Правительство России решило дополнить систему персональных и биометрических данных номерами телефонов и электронной почтой. Подробности в обзоре экономических событий расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, для чего нужны эти нововведения? Юлия, в Минкомсвязи полагают, что это должно улучшить взаимодействие граждан и органов власти. Правительство России постановило дополнить систему персональных и биометрических данных граждан номерами телефонов и адресами электронной почты. Как отмечали в Минкомсвязи, изменения позволят улучшить взаимодействие между заинтересованными органами и организациями и физическими лицами, сведения о которых содержатся в единой информационной системе. При этом принятие документа не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, уточнялось в проекте. Еще летом прошлого года российские банки запустили услугу по сбору биометрии клиентов, которая позволит оказывать услуги дистанционно. К 2021 году, по расчетам Центробанка России, банки смогут оказывать на базе удаленной биометрической идентификации не только финансовые, но и государственные услуги. Система размещается на облачной защищенной инфраструктуре Ростелекома, доступ к которой кредитные организации получат через специальные каналы связи системы межведомственного электронного взаимодействия. Данные пользователей биометрической системы также будут передаваться через защищенные каналы связи с использованием отечественных криптоалгоритмов. Предполагается, что в дальнейшем единая биометрическая система будет использоваться для получения государственных и муниципальных услуг в здравоохранении, образовании и других областях. Правительство России утвердило разработанные Минфином правила выплаты 450 тысяч рублей для погашения ипотечных кредитов многодетных семей, говорится в материалах министерства. Согласно постановлению правительства, право на участие в программе имеют россияне, являющиеся заемщиками по ипотечному кредиту при рождении у них третьего и последующих детей в период с 1 января текущего года по 31 декабря 2022. Теперь у них есть возможность получить выплату до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Такие же правила действуют для граждан России, усыновивших третьего и последующих детей, сообщает ведомство. Минфин поясняет, что для получения денег родителям необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие ипотечного кредита правилам программы, в организацию, которая является кредитором по ипотеке. Кредитор проверит документы и отправит их в дом.рф. Если данные верны, то затем госкорпорация переведет средства кредитору для полного или частичного погашения ипотеки заемщика в пределах 450 тысяч рублей.
Депутаты Госдумы в октябре планируют рассмотреть законопроект, предусматривающий создание к началу 2020 года единой системы легального распространения в интернете 20 обязательных общедоступных телеканалов. При этом сайты, распространяющие продукцию телеканалов в обход единого поставщика, будут блокироваться. Авторы законопроекта утверждают, что основные цели законотворческой инициативы – борьба с пиратством и контроль рекламы. По замыслу авторов, Роскомнадзор должен выбрать оператора распространения, через которого заинтересованные интернет-площадки смогут получать унифицированный контент, куда запрещается вносить какие-либо изменения. Сайты, которые будут распространять контент телеканалов в обход единого поставщика, должны блокироваться. Компания, выступающая оператором, не должна быть подконтрольной иностранцам, говорится в законопроекте. Максимальная доля иностранного участия учредителя ограничена 20%. Аналогичное требование предъявляется сейчас и к компаниям-учредителям СМИ и телеизмерителю. Работодатель не может использовать данные полиграфа или детектора лжи для правовых решений в отношении сотрудников. Об этом заявил директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы и противодействия коррупции Министерства труда Дмитрий Баснак. Во-первых, даже если такая процедура предусмотрена локальными актами организации, то они противоречат федеральным законам. Ну а во-вторых, проверка на полиграфе может проводиться только с согласия работника. И даже если такое согласие было получено, то выводы, которые были получены при помощи полиграфа, не могут быть положены в основу каких-либо правовых решений в отношении соответствующего лица. Еще в феврале прошлого года стало известно, что Банк России намерен проверить сотрудников на умение хранить тайну, а также на причастность к коррупции с помощью детектора лжи. Планировалось, что на проверку направят кураторов коммерческих банков, а также уполномоченных представителей Центробанка, которые работают с банками и финансовыми организациями. При этом тесты на полиграфе не будет проходить руководство Центробанка. Председатель Эльвира Набиуллина, ее заместители и главы департаментов. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Юлия, актуальная информация в следующих выпусках. Спасибо, Иван. А мы переходим к мировым новостям. Нефть дорожает после субботней атаки беспилотников на объекты Сауди Армака. Добыча саудовской компании из-за взрывов упала вдвое, но она надеется восстановить треть потери уже к вечеру понедельника, рассказывает Татьяна Гамозова. Цены на нефть взлетели после атаки беспилотников на объекты компании «Сауди Арамко». Марка Brent после открытия на лондонской бирже в понедельник дорожала на 19 с лишним %, почти до $72 за баррель. Это рекордный внутридневной скачок с 14 января 1991 года. Повышение стоимости американской WTI в Нью-Йорке приближалось к 16%. Позже цены несколько снизились. По данным на 10 утра по московскому времени, баррель Brent стоил около $65,5, WTI около 59. В обоих случаях это на $4-5 выше, чем на закрытии торгов в пятницу. Нападение на заводы Саудовской нефтяной госкомпании произошло 14 сентября. Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. В Вашингтоне заявили, что за атакой стоит Иран. Добыча нефти в Саудовской Аравии после взрывов упала вдвое. Президент США Дональд Трамп пообещал распечатать стратегические резервы при необходимости стабилизировать рынок. Он также написал в Твиттере, что Вашингтон готов решительно ответить на атаку, но ждет мнения Эр-Рияда о причастных. Опрошенные Рейтер-аналитики допускают, что цены на нефть могут вырасти до $100 за баррель, если Саудовская Аравия не сможет быстро вернуться к прежнему уровню поставок. Власти королевства надеются восстановить нефтедобычу на треть к вечеру понедельника. Источник знакомой ситуации сообщил Рейтер, что на полное восстановление производства могут уйти недели, а не дни. Строительство газопровода «Северный поток-2» приближается к границе с Данией, единственной страной, которая пока не одобрила его прокладывание в своих водах. Если выдача разрешения затянется, это грозит России немалыми осложнениями, в том числе на переговорах о транзите газа через Украину. Судно «Солитер», укладывающее тонны стальных труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря, приближается к Дании. Это единственная страна, пока не разрешившая строительство газопровода в своих водах. Дальше путь лежит в Грайсфельд, но только если Копенгаген одобрит это. В настоящий момент мы в шведских водах. Мы ведем 2 нитки газопровода из России в Германию. Сейчас идет установка секции в юго-западном направлении, в сторону датской границы.
На борту плавучего завода трубопровод сваривают и укладывают на морское дно со скоростью 3-4 км в сутки. Ожидается, что судно достигнет Дании уже в октябре. Между тем, в датском энергетическом агентстве сообщили, что в случае положительного решения России придется месяц ждать его вступления в силу. Это срок возможного обжалования. В консорциуме Nord Stream 2, который контролирует «Газпром», говорят, что все идет по графику, и никаких серьезных проблем в диалоге с Копенгагеном нет. Согласно плану, газ должен пойти по трубе еще до конца года. Но, как ранее стало известно агентству Рейтер, оператор не исключает 8-месячной задержки. Это грозит удорожанием проекта на 660 миллионов евро, а также ослабит позиции России на трехсторонних переговорах 19 сентября по поводу транзита газа в Европу через Украину. Десятилетний контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» истекает 31 декабря. И Еврокомиссия предлагает сторонам заключить новый, также на 10 лет. Москва же, по данным источников Рейтер, предпочла бы краткосрочный договор, чтобы выиграть время для постройки трубопроводов в обход Украины. Министерство обороны России сообщило о завершении второго этапа поставок в Турцию зенитно-ракетных комплексов С-400. Первый имел место минувшим летом. Закупка Анкарой российского оружия вызвала неудовольствие Вашингтона, и он вывел союзника по НАТО из программы F-35. Турецкий президент Эрдоган сказал, что хотел бы приобретать как российские, так и американские системы. Подробности у Сергея Берец. Самолеты российской военно-транспортной авиации завершили второй этап поставки в Турцию компонентов зенитно-ракетной системы С-400. В воскресенье Министерство обороны России опубликовало видеоролик с кадрами погрузки. Первая партия, предусмотренная контрактом между Москвой и Анкарой, была переброшена заказчику в июле текущего года. Решение турецкой стороны закупить российское оружие вызвало негативную реакцию в Соединенных Штатах. Президент Дональд Трамп распорядился исключить союзника по НАТО из программы по производству и принятию на вооружение новейших боевых самолетов F-35. Анкару возмутил такой поворот событий. Во время визита на авиасалон в подмосковном Жуковском президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган дал понять, что рассмотрит возможность покупки перспективных российских самолетов Су-57 и Су-35. Американцы также предлагали туркам отказаться от С-400 в пользу комплексов «Патриот», но эта идея была поначалу отвергнута. Теперь Эрдоган в эксклюзивном интервью Рейтер заявил, что готов приобретать как российские, так и американские боевые системы. Общая стоимость контракта на поставку С-400 Турции – $2,5 миллиарда. Итальянская полиция арестовала 10 лидеров группировки «Ультрас» футбольных болельщиков, известных склонностью к насилию и российским выходкам. В Ювентусе заявили, что фанаты их шантажировали. Полиция Италии арестовала в понедельник 10 фанатов Ювентуса по подозрению в шантаже. Следствие полагает, что они вымогали у команды серии А бесплатные билеты, которые затем продавали на черном рынке. Арестованные лидеры так называемых «ультрас», то есть болельщиков, известных склонностью к насилию и расистским выходкам. По данным полиции, они соглашались прекратить провоцирование беспорядков и оскорбления игроков, за которые старой сеньоре грозили штрафы в обмен на билеты. Кроме того, группировка вымогала спортивное снаряжение и приглашение на вечеринки команды. Всего в числе подозреваемых 37 человек. Дело было открыто после жалобы руководства Ювентуса. Расследование длилось год и сопровождалось обысками в 14 городах. Как заявили в полиции, арестованных будут судить по обвинениям в преступном сговоре, вымогательстве, отмывании денег и нападениях. «Ювентус» – самый титулованный клуб чемпионата Италии, который он выигрывал 37 раз. Один из лучших в Европе и в мире. 2 года назад команда была оштрафована за махинации с продажей билетов «Ультрас». В понедельник в «Ювентусе» отказались от комментариев. Это были мировые новости. А теперь к новостям спорта. Подозреваемого в хищении коровы установили полицейские в Тампонском районе. Хозяин скота рассказал, что неизвестный увел корову с пастбища. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей. Подробности у моего коллеги Юрия Осипова. Юрий, тебе слово. Да, Юлия, подозреваемым оказался 59-летний мужчина, который уже был неоднократно судим. А он увел корову в лес, где раздел ее и продал мясо. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Здравствуйте, вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Водитель погиб при опрокидывании грузовика ГАЗ-66 в Аймиконском районе. Об этом сообщает Управление ГИБДД Республики. Трагедия произошла на переправе через ручей. 52-летний мужчина не справился с управлением и опрокинул машину на бок. Как передает ведомство, сообщение о том, что в лесу лежит опрокинутый грузовик, поступило в дежурную часть 14 сентября около 9 часов вечера по местному времени. Водитель от полученных травм скончался на месте. Двое мужчин, находившиеся в салоне авто, не пострадали. Местом ДТП является ручей, расположенный на лесной дороге рядом с поселком Маршальский. В момент автоаварии шел дождь. Для установления причин и подробных обстоятельств проводится проверка. Материалы происшествия переданы в следственные органы. Полицейские Усть-Алданского района раскрыли схему бывшего главы администрации Наслега. Об этом сообщает прокуратура республики. Так, местную жительницу осудили за хищение с использованием служебного положения и 22 эпизодах служебного подлога. В частности, следствие установило, что подсудимая, когда еще занимала должность главы администрации Наслега, предлагала знакомым предпринимателям заключать договоры на различные подрядные работы и не выполнять их, а полученные деньги передавать ей. Предложение весьма заманчивое для нечистых на руку. Предприниматели, согласившись после заключения договоров, подписывали акты приемки выполненных работ, которые передавались подсудимой. Она, в свою очередь, их подписывала от имени администрации Наслега и обеспечивала проведение оплаты из средств бюджета. Действуя подобным образом, она вывела из бюджета более 600 тысяч рублей. Ее приговорили к 4 годам условно с испытательным сроком на 2. Суд учел положительные характеризующие материалы, отсутствие судимости и пожилой возраст подсудимой. Однако прокуратурой района в суд предъявлено исковое заявление о взыскании с осужденной причиненного преступлением ущерба, которое находится на рассмотрении и контроле. Целью вора могут стать самые неожиданные вещи. Так, в Аймиконском районе полицейские расследовали кражу плафонов. С необычным заявлением о пропаже плафонов из 2 подъездов многоквартирного дома в дежурную часть обратились представители строительной компании. Неизвестный похитил 30 плафонов. Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен ранее судимый за разбой 56-летний мужчина. Выяснилось, что он работает электриком, поэтому ему не составило труда открутить все плафоны. Злоумышленник пояснил, что похищенное он продал. Теперь ему грозит 2 года лишения свободы. 3 индонезийских студентов разработали технологию, которая поможет спасателям искать людей под завалами в случае природных катастроф. Устройство получило название Deuterions, рассказывает Артем Сторонов. Это устройство размером с кредитную карту однажды может спасти вам жизнь. Его разработали 3 студентов из Индонезии. Предназначено оно для поиска людей под завалами после природных катастроф, например, цунами или землетрясений. Устройство под названием Deuterions испускает высокочастотный сигнал, который поможет сотрудникам экстренных служб найти пропавших без вести. Для этого им нужно лишь установить на смартфон приложение, и на экране высветится расстояние до каждого пострадавшего. При этом, если человек под завалами пошевелится, световой маячок рядом с его сигналом сменится с красного на зеленый. Это означает, что есть высокая вероятность найти его живым, и искать его надо в первую очередь, говорит один из создателей устройства. Если человек находится под завалами слишком долго, с ним может произойти все, что угодно. Его ноги или руки, возможно, придется ампутировать. У него может закончиться кислород. Вариантов множество. Чтобы решить эту проблему, мы с друзьями разработали эту технологию. Если ее будут использовать все жители какого-либо здания, то при обрушении их смогут быстро обнаружить спасатели. Стоимость каждого устройства примерно $7 или 450 рублей. Разработчики уже запатентовали технологию, но хотят усовершенствовать ее до того, как запускать Deuterions в массовое производство. А правительство Индонезии уже пообещало выдать им для этого необходимые гранты. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя. Юлия, на этом у меня все новости о происшествиях. Мы продолжим следить за событиями, и я расскажу о самых интересных из них в следующих выпусках. Спасибо, Юра. Конечно же, это был обзор чрезвычайных происшествий. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу. Вместе с ними покинет колонию в Белгородской области младший брат Кокорина Кирилл. 6 сентября суд удовлетворил ходатайство братьев Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении. Решение вступает в силу на 11-й день, а именно 17 сентября. В этот день осужденные выйдут на свободу. 4-й участник инцидента в центре Москвы Александр Протасовицкий пока останется в заключении. Александр Кокорин и Павел Мамаев намерены вернуться в футбол. Контракт Кокорина с «Зенитом» истек, Краснодар расторг договор с Мамаевым. Поэтому пока неизвестно, где они окажутся после выхода на свободу.
Нерюнгринская ЦРБ готовится к открытию Центра амбулаторной онкологической помощи. В центре будут проводить первичную диагностику онкологических заболеваний, а также делать химиотерапию. На прямой связи с нами наш корреспондент Александра Цибикова. Александра, где будет расположен центр? Да, Юлия, центр находится на базе дневного стационара взрослой поликлиники, фонд которого расширился на 5 койко-мест для пациентов с онкологической патологией. Здесь палаты двухместные, удобные, комфортабельные. В день получать лечение могут до 10 человек. Для налаживания телеконсультации с главврачом он связывается через интернет-связь с якутским онкодиспансером. А рядом со мной сейчас находится заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Оксана Жукова. Оксана Викторовна, здравствуйте. Скажите, когда начнет действовать, работать стационар? Добрый день. В настоящее время мы проводим работу для получения санитарно-эпидемиологического заключения, закупка лекарственных препаратов, закупка медицинского оборудования. В дальнейшем будет проведена работа по получению лицензии, после этого наши двери будут открыты для пациентов. А скажите, сколько у нас в Нерюнгринском районе людей стоят на диспансерном учете по данному заболеванию? В Нерюнгринском районе на диспансерном учете состоит около 1100 человек с онкологической патологией. Это достаточно много, поэтому эти люди нуждаются в специализированной медицинской помощи. Да, это действительно достаточно много. А специалисты, они вот откуда будут работать здесь и сколько? Да, этот вопрос волнует не только наших пациентов, но и наших докторов. Мы ожидаем 2 специалистов, которые приедут из других улусов Республики Саха-Якутия, из Дальнего Востока. Кроме этого, 1 доктор получает лечение именно по химиотерапии. Он в том числе будет работать в нашем центре. Спасибо, очень ждем. Ну и такой вопрос. Для тех, кто давно находится на лечении, допустим, в других городах, но после химиотерапии, восстановления, могут ли они обратиться в данный центр за помощью, чтобы не менять дислокацию? Да, естественно. Жители нашего района смогут у нас получать специализированное лечение, в том числе и химиолечение. Очень мало людей не смогут у нас обслуживаться с очень сложными схемами, которые мы не сможем провести. Все остальные, естественно, будут лечение получать у нас. Спасибо большое, Оксана Викторовна. Напомню, рядом со мной была заместитель Нерюнгринской ЦРБ по амбулаторно-поликлинической работе Оксана Жукова. На этом у нас все. Юлия. Спасибо, Александра. Я напомню, на прямой связи со студией была наш корреспондент Александра Цибикова. Десятки людей в воскресенье провели сеанс йоги возле стены на границе США и Мексики. По их словам, цель мероприятия – объединение энергетик, разделенных забором городов и призыв к миру без барьеров, рассказывает Артем Сторонов. Достигнуть нирваны за мир без преград. Рано утром в воскресенье десятки жителей мексиканского города Сьюдад-Хуарес устроили сеанс йоги возле стены, возведенной на границе с США напротив Эль-Пасо, штат Техас. По словам участников, они начали занятия с дыхательных упражнений, после чего занялись растяжкой и в завершении застыли в различных позах. Но главная цель мероприятия – это единение, говорят организаторы. Сегодня мы работаем над пересечением энергетик Сьюдад-Хуареса и Эль-Пасо, их встречей и слиянием посредством практик йоги. Наша цель – пригласить семьи, чтобы они объединились и самовыразились в любви, а также почувствовали, что есть немало людей, которые хотят, чтобы Сьюдад-Хуарес был полон любви и процветания. Возведение стены на границе с Мексикой и борьба с потоком нелегальных мигрантов – одни из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа, а также основа его новой президентской кампании 2020 года. На минувшей неделе Пентагон сообщил о приостановке финансирования 127 военных объектов ради выделения средств на строительство заграждений. По данным ведомства, речь идет о более чем $3,5 миллиардов. Петербургский «Зенит» выездным матчем против французского «Лиона» начнет свое выступление в новом розыгрыше футбольной лиги чемпионов. К нам присоединяется наш спортивный обозреватель Андрей Мухоплев. Андрей, что известно об этом матче? Приветствую, Юлия. Хотелось бы напомнить, что 3 года назад «Лион» и «Зенит» играли в одной группе, и «Зенит» одержал там 2 победы. Также хотелось добавить, что во Францию «Зенит» отправился без главного приобретения летнего трансфера бразильского нападающего Малкома, купленный у испанской «Барселоны» за 40 миллионов евро. Но об остальном по порядку. Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев.
Петербургский «Зенит» выездным матчем против французского «Лиона» начнет свое выступление в новом розыгрыше футбольной лиги чемпионов. Клуб впервые за 4 года сыграет в главном еврокубковом турнире. 3 года назад «Зенит» выступал в одной группе с «Лионом» и дважды обыграл французскую команду. Во Франции «Зенит» отправился без главного приобретения летнего трансфера бразильского нападающего Малкома, купленного у испанской «Барселоны» за 40 миллионов евро. Форвард испытывает проблемы с бедром и продолжает восстанавливаться от травмы в Санкт-Петербурге. Остальные футболисты здоровы и прилетели в «Лион». Также клуб разгрузил зарплатную ведомость, расставшись с 12 футболистами, не попавшими в основной состав. «Зенит», являющийся действующим чемпионом страны, успешно начал новый сезон, набрав после 9 туров 20 очков и лидируя в таблице вместе с Краснодаром и Ростовом. В понедельник трое россиян добились уверенных побед на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге. Андрей Замковой за 55 секунд вышел в 1/8 финала. В первом раунде нокаутировал бельгийца Набиля Месауди и вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Екатеринбурге. После разящего удара бельгиец упал на настил, и из его носа потекла кровь. Рефери тут же остановил поединок. Россиянин Глеб Бакши в понедельник раздельным решением судей победил ирландца Михаэля Невина и вышел в четвертьфинал. Ирландец сумел навязать достойное сопротивление россиянину, который старался действовать первым номером. Однако Бакши часто не доводил свои успешные атаки до завершения. Сам Бакши снова остался недоволен своими действиями. Максим Бабанин нокаутировал соперника Энди Кристофера Эндалу из Гренады и вышел в 1/8 финала. Россиянин с первых минут уверенно вел бой и уже в самом дебюте второй трехминутки отправил соперника в нокаут. Судья, не раздумывая, завершил поединок. В итоге болельщики стали свидетелями второго брутального нокаута за день в исполнении российских боксеров. Ростов одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 2-1 в домашнем матче 9-го тура чемпионата России по футболу, на встрече, которая прошла на стадионе «Ростов-Арена». В турнирной таблице Ростов занимает 3-е место, набрав 20 очков. Столько же в активе у Краснодара и «Зенита». «Ахмат» в группе с 8 очками идет 12-м. Ростов в следующем туре в гостях сыграет с Тамбовом. «Ахмат» примет самарские «Крылья Советов». Обе встречи пройдут 21 сентября. Российские борцы завоевали 1 золотую и 1 серебряную награду во второй соревновательный день чемпионата мира, который проходит в Нур-Султане. В понедельник продолжили выступать борцы греко-римского стиля. Золото без борьбы завоевал Муса Евлоев в весовой категории до 97 килограмм. Его соперник по финалу, армянин Артур Алексанян, не смог выйти на поединок из-за травмы. Серебряная награда в активе Артема Суркова, который в финальном поединке в весовой категории до 67 килограмм уступил олимпийскому чемпиону 2016 года кубинцу Исмаэлю Баррера-Малине со счетом 1-3. Сурков доволен, что смог добыть для страны лицензию на игры, но разочарован финалом. По его словам, он сам пропустил техническое действие в партере и ничего не смог сделать в стойке. Евлоев не смог порадоваться успеху в полной мере из-за отказа соперника. По словам россиянина, он ждал этого финала целый год и тренировался ради этих нескольких минут. Московский футбольный клуб «Динамо» дома сыграл в ничью с Уфой со счетом 0-0 в матче 9-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла на ВТБ-арене, центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Лучшим игроком встречи был признан голкипер Уфы Александр Беленов. В начале первого тайма главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей. Однако после просмотра видеоповтора отменил свое решение. «Динамо» и Уфа провели 9-й очный матч. На счету «Динамо» 6 побед. Еще 3 встречи завершились в ничью. В турнирной таблице «Динамо» располагается на 11-м месте, имея в активе 10 очков после 9 встреч. Уфа занимает 9-ю строчку, набрав 11 очков в 9 играх. В 10-м туре «Динамо» примет Сочи 22 сентября. Уфа дома сыграет с московским «Спартаком» 20 сентября. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Китая в 3-м матче на Кубке мира, который прошел в Йокогама, Япония. Россиянки уступили со счетом 0-3. Для сборной России это поражение стало первым на турнире. Россиянки занимают 5-е место с 5 очками. В следующей встрече сборная России сыграет 18 сентября с командой Южной Кореи. Кубок мира проводится за год до старта Олимпийских игр. Нынешний розыгрыш проходит в Японии с 16 по 29 сентября. Команды проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель турнира. Женская сборная России ни разу в истории не становилась обладателем Кубка мира. В 1999 году команда выиграла серебряные медали. Единственная победа имеется только в активе женской сборной СССР в 1973 году.
На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках. Юлия, у меня на этом все. Тебе слово. Спасибо, Андрей. Прогнозы властей китайского Хайнаня по поводу того, что до конца года остров посетят 300 тысяч российских туристов, могут оказаться вполне реальными, так как это направление особенно пользуется спросом в ряде регионов нашей страны, заявил РИА Новости руководитель маркетинга туроператора China Travel Евгений Глотов. С января по август там уже побывали не менее 150 тысяч гостей из нашей страны. Помимо организованных туристов на Хайнань летает много корпоративных клиентов и индивидуалов. В этом году появилось несколько новых прямых рейсов, в том числе из Санкт-Петербурга, Уфы, Казани и других городов. И в завершении выпуска о погоде в крупных городах республики. В Алдане 0 градусов, ветер 1 метр в секунду. В Ленске ветер дует со скоростью 3 метра в секунду, а столбик термометра остановился на отметке 4 градуса выше нуля. В столице Алмазного края в эти минуты +1, ветер 1 метр в секунду. А за окнами жителей Нерюнгри 0 градусов, ветер 3 метра в секунду. В Якутске прямо сейчас 4 градуса тепла, ветер дует со скоростью 4 метра в секунду. Оставайтесь с нами и будьте в курсе главных событий.